Многочасовые пробы, записи и репетиции в Удачненском комбинате готовятся к концерту духовной грани Алроса. Ирина Балкова продолжит тему. Если театр начинается с вешалки, то любая сцена с освещения, говорят инженеры. Необходимо подобрать цветовую гамму так, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего. Чтобы все номера духовных граней предстали в ярком свете, здесь подошли серьезно. В нашей работе мы используем много сценического оборудования, дым-машину, рисующий лазер. Используем большой спектр палитры цветовой, от холодных тонов до самых теплых. Сцен очень много световых. Многие сцены строятся и не с одной, а из нескольких световых сцен. Работы очень много, стараемся. В этом году коллектив комбината представит свой творческий отчет под названием «Такая бесконечная история». Первую его часть посвятят вкладу якутян в победу Великой Отечественной, вторую – 55-летию Мирнинского района и 65-летнему юбилею труппки «Удачная». Удивлять планируют хореографией, вокалом и цирковыми номерами. Всего будет 120 участников, но детали пока держат в секрете. Много света, много музыки, пытались какие-то новые технологии ввести. В общем, спасибо всем участникам. С нетерпением ждут удачницы выступления вокального ансамбля «Советский Союз», который практически в том же составе вновь вернулся на главную сцену города. И на творческом отчете они представят свои новые музыкальные композиции. На творческий отчет мы тоже пытаемся что-то новое взять, что-то попробовать из старого, но, как говорится, добавить туда более современные нотки. Какие-то современные или бит, или что-то в этом роде, как говорится, внести небольшую интригу. Вся интрига раскроется уже 14 марта. Тогда на главной сцене «Удачного» самодеятельные коллективы комбината и продемонстрируют все свои таланты. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».